решила перейти под крыло NY завода. Почему и чем было обусловлено это решение? Я открыла свой бизнес, и однажды я вдруг поняла, летом это было, да, стою на сцене, и я поняла, что я непонятно в чем стою, непонятно в чем пою, там, двухлетней, трехлетней давности, и вообще, в принципе, не понимаю, что я сейчас делаю на сцене, потому что артист на сцену должен выходить с воодушевлением и с желанием это делать, да. Я выхожу на сцену уже 24 года, и вот это вот желание, оно у меня в последнее время куда-то пропало. То есть какой-то, музы не было, какого-то вдохновения, какой-то мотивации быть на сцене и себя как бы идентифицировать в сцене я перестала, да. Это случилось потому, что я как сконцентрировалась, оказывается, на своем бизнесе. Полностью я вкладывалась в свой магазин, вот, в косметику, вообще как-то видела эти баночки, бутылочки, и прямо ими загоралась, а о своем творчестве, о себе совершенно забыла, да. И я подумала, что если я сама не могу себя продюсировать, то меня должен продюсировать кто-нибудь. И это произошло во время съемок клипа Google, когда вдруг мы встретились с Нюргаяной для того, чтобы, по сотрудничеству в этом клипе, то есть мы хотели, чтобы танцевальная команда выступила в клипе. Мы сидели, общались, и во время общения вдруг я поняла, что вот же тот человек, который мог меня продюсировать, потому что это очень сложно. Мне очень сложно довериться другим людям. Кому-то привыкла все делать сама, и вдруг взять кому-то довериться, сказать, вот ты возьми и скажи мне, что я должна надеть и что я должна делать вообще. Да? Вот таких людей практически нет. Да? И вдруг меня осенило, что Нюргаяна тот человек, вкусу которого я вообще доверяю еще со времен первых мисс виртуальных пути. Ну, сразу скажем, ни для кого это, наверное, секрет, что человек, она неоднозначный, очень такой интересный, и были и скандальные какие-то новости мы читали, но она безумный профессионал, там, который детей там вывозит, молодежь талантливо вывозит на российский международный рынок, скажем так. А с ней у тебя как идет эта связь? Сколько она там строгая, не строгая, конфликтные моменты, споры бывают, не бывают, и как ты? Ну, до того, как еще поступить в завод, я знала, что Нюргаяна, как любой гениальный человек, не самый простой человек. Вообще я считаю, что если человек очень такой правильный и простой, то, скорее всего, он не такой гениальный, как обычно, да? Поэтому я себя подготовила, я поняла, что если я собираюсь кому-то довериться, то это должно быть полностью, во всех смыслах этого слова. И поэтому, когда я пришла к Нюргаяне, и, допустим, у нас бывают моменты, когда, например, я что-то говорю, это не подходит, Нюргаяна говорит нет. Окей, нет, так нет, все. Это то решение, которое я приняла еще до того, как переступила в завод. А вот такой вопрос. То, что, смотри, все, кто приходит в завод, они становятся как все потом ребятами. То есть там Киджак, он был какой-то такой своеобразный, пел там Растафарай что-то, а потом стал каким-то модным. Ты то же самое, ты пела раньше какие-то лирические песни, потом ты сама, кстати, перешла в какую-то более поп-вещь, а сейчас ты стала как все. Ты не боишься стать как все? Нет, знаешь, не боюсь, потому что я пишу уже, я пишу с прошлого века песни. И репертуар у меня всегда разный. Самое главное все-таки для артиста, это чтобы у него был огонь, чтобы он хотел что-то делать, да. А вот закрыться, заснобиться, да, и сказать, я очень крутая, я сочиняю только самые сложные вещи, какие-то непонятные, там, андеграундные, или же там супер. Ну, то есть тебе нравится сейчас то, что происходит? Мне нравится то, что происходит, и вот мнение о том, что артист становится как все, это я слышу впервые, честно говоря. А давайте я разовью этот вопрос, да. Сам по себе завод, да, как по его названию, она делает командных игроков, да, то есть у них нету солирующих людей, по-моему. То есть даже у LD, да, как бы она была прям такая знаменитая, никогда не становилась фронтменом, как бы, да, получается. И вот этот стиль, как бы налагается и на вас же, получается. Вы не сольный артист, получается. То есть этот продюсер, да, Нюргаяна, она работает с командными игроками, получается, да. И если вот вы говорите, что, мол, я безоговорочно буду следовать ее советам, то она, получается, невольно, даже, может быть, сама не предполагая, может сделать вас чуть-чуть посредственности, что ли. Ну, нет, не посредственности, усредненным человеком, да. Нет? Нет такого страха у меня, честно говоря.
что имя определенное у меня уже есть, во-первых, да, во-вторых, я не считаю, что... Я считаю, что Лил Диев сама тоже очень даже самостоятельная звезда. Я считаю, что Серга самостоятельная звезда. И я не вижу в этом какой-то подавляемости. Интересный вопрос, я вообще полностью согласен, тебе уже можно экспериментировать вот как угодно, да? Вопрос такой, на каких условиях вы работаете с финансовой точки зрения стороны? Ну да, у нас есть финансовые соглашения определенные, да, которые цифры не разложаются, как обычно, но они есть и они устраивают и меня, и Меркурия. Такой вопрос всегда. Гонорар твой повысился с тех времен, что ты доступала одна и вот Нет, гонорар у меня остается адекватно. Насчет лицензии, кому остаются песни? Песня остается мне. А что остается продюсеру? Те продукты, которые мы делали в процессе... То есть, если песни вы сделали... Образы. А образы, клипы? Да. Клипы, то есть, остаются? Ну, клипы, которые мы делали в заводе, да, они остаются в заводе. Сразу же вопрос. А вы не боитесь то, что вот это на берегу недоговоренность как-то скажется на, впоследствии? Вы же сами сказали, что человек непростой, гений, сложный, с ней надо иметь какой-то подход. Вы не боитесь этого? Да, это хороший вопрос. Немножко история, да, такая. Когда я выходила замуж, количество давно, когда я выходила замуж, муж не хотел на меня жениться. Потому что он считал, что любые договоренности, подписанные договора, они нарушают отношения. Ну, то есть вот такая была позиция, да. Потом, я этого тогда не поняла. Потом у меня друзья однажды, такие друзья, которые дружили друг с другом очень долго, очень близкие были, они создали совместный бизнес, подписали документы, и с тех пор у них начался раздрай в отношениях. У них начался раздрай, они там начали друг к другу что-то придираться и так далее, у них бизнес разрушился, они друг с другом рассорились и, короче, развелись вообще конкретно. И тогда я подумала, Витя, ты был прав, документы, они, оказывается, нарушают отношения, давай разведемся. Он, конечно, пожал тоже. Но, в общем и целом, я считаю, что творчество — это такое очень неуловимое состояние. Да? И когда ты начинаешь слишком щепетильно относиться к этим всяким юридическим вопросам, там какие-то вот просчитывать что-то, да, то творчество не получается. И, к сожалению, или к счастью, не знаю, для того, чтобы творчество рождалось, чтобы оно было свободным, для этого иногда необходимо вообще пренебрегать какими-то юридическими моментами и просто доверяться человеку. В гудском формате очень много есть таких рекламных каких-то вещей, да. Бывает, что очень такие топовые звезды начинают рекламу суши там или еще что-то. Вот как от этого отгорожаешься лично ты? Спонсор нашего сегодняшнего ужина. В Инстаграме есть реклама, я сама публикую рекламу, но я выбираю, я никогда не рекламирую то, чем я сама не пользовалась. Ты все-таки лукавишь, на самом деле. Ты, когда начала просто ходить, говорить, да, ты начала петь, выходить на сцену, для тебя это как монстр, и ты не можешь слепо доверять и идти за кем-то и слушать все советы. У вас уже были конфликты? Ты про Нергена? Да. Нет, конфликтов у нас не было. Нет, ты несогласие. Пока что не было, я знаю. Я совсем согласна то, что происходит сейчас. Да, понимаешь, я творческий человек, да, но я математик. Ты математик, у тебя цели, задачи, я знаю. Я математик, и если я себе ставлю какую-то формулу, то я ей следую. И перед тем, как себе поставить эту формулу, я смотрю, насколько это мне вообще помешает, поможет, оцениваю все за и против. Да? И если я прихожу к тому, что эта формула мне подходит, я всецело ей отдаюсь, и мне комфортно. Күнеге өтен мен Наталья Михайлова саясат берген. Ол сетгап ырганда холобыр күйүнү долбуран күйөк көтөу эн серей ди жолокту тагына экеге семейный настоящий школалар булдун. Улаус элбак жүйөлөр бар экте. Бейтим дендерге классик деген. Классик. Оттон бу кабая хоттан бетташ киндерлера
Сарсенсана Джил. Да, это чеки. Том, да, Google, да. İki yeni var. Ben kendiki bu üyeler onunla moduna yeni türedik kın ulaştığını bu hayatlar. Мен была она, он айтал, говорят, какие-то нечего сказал, икет бом хардер, полноценный, он икет символ хардер. Ол хас около 30 песен вышло в 2017 году. Он тот чеканер уйдан халбу кыт жандар. Потому что она легко запоминаемая песня. Целый альбом у меня вышел как дистен и солон КТГ. Там очень много песен на стихи Тумус Михайла. Потому что народ не хочет их слушать. Я их выпускала одновременно. По iTunes их можно найти все. Народ сам выбирает такие песни. Билен Туров хас бидди композиторга кине эрата классика болон халар деген ол кине улахан рахната болбайды да. Аны өскөтүн механ кырыла бар булактарына алаты мен тагырамактанам. В общем, самый простой вопрос, такой задают, наверное, во всех там стиле шоу, пусть говорят. А ты каждый раз все моложе, моложе выглядишь, с тобой все время в кадре очень молодые пацаны. Витя не ревнует? Нет. Все. Ты не боишься потерять часть своих зрителей, поклонников, которые привыкли к тебе той? Да, я об этом, кстати говоря, часто думаю, да, потому что творческому человеку очень сложно быть постоянно одним и тем же. Это реально сложно. Вот есть такие артисты, которые всегда держат свою линию, да, свой стиль, вот, и он довольно-таки узкий, они его держат там, и всю жизнь идут по нему, потому что они боятся кого-то потерять, там, боятся, что если они уйдут в другой жанр, то их зритель тоже, ну, слушатель уйдет, да, и им приходится, и понимаешь, когда творческому человеку приходится что-то делать, да, потому что это его, из-за того, что он в рамках своего жанра, да, то он начинает угасать как творческая личность. И это уже получается не творчество, это уже какая-то, ну, рутина какая-то. Я очень свободолюбивый человек, на самом деле. Творческий человек должен творить то, что ему хочется делать. Нельзя останавливаться на одном только из-за того, что кому-то это может не понравиться. Потому что у меня есть слушатели, которые всегда со мной идут вместе, которые меня понимают, которые меня слушают. Есть новые слушатели, есть старые слушатели. Вот как я говорю, я стараюсь свое творчество держать сейчас в полной свободе. Куда оно хочет, туда я и иду. И я стараюсь не ставить рамки. Какой артист, музыкант вот, на протяжении долгого времени, за кем ты следишь, слушаешь и так далее? Кто это? Я музыку не слушаю, честно говоря, в последнее время. Когда музыки очень много, хочется послушать тишину. Мне нравится эта песня. От какой песни в последний раз, вот, написанной тобой, у тебя был восторг? Песня, которую я написала для съемок клипа в Корее, наверное. Почему? Только потому что она последняя, если написана. Потому что... То есть у тебя каждый раз... Вот, ты Каждый раз восторг, конечно. Это что? Это же мои дети. Каждый раз, когда мама рожает ребенка, она в восторге от него. Yani biraz görünüyor bu obrazların ayarı, stilger, o senin ödünü kim topluyor, en değerli topluyor, stilin topluyor, evet projesi Аты билинге образдардан үргәнә токуйдык. Бәя булганы көннәре алып бар судыргытуктан нәрсәдән бию, футболка җинсы кәттем бу. Бәян кине. Атак үргәнә аңарыр стилен уру, каптан кәтән карар, нур каптан сөйләйм. Монда булганы кине, мондак процесс аңарара инженерия бар иде. Мондак тохара мондак ништо, вообще ништо. Тохар тканер это бар. Аны демон карба карар, антондан Уртлан кирен барар. Оны тохара вообще шикарно баван тахсыр. Хәп консерв бар, токтаны булат канан платье марар. Моны адан карар ден аны ачакайда фаланна. Олем булана билеген нерган күтәреле җаттан. Хадо явын таскарым бар, алар булгы баттан, талайта нерган таскарым бартын. bu taskarının ayılığı bile. Evet onun neredeyse bir görevliliğin kanalların. Öyle de kanallar var. Тогда кем осталась имбир Спортзал гейзеры каналаны. Обязательно. После 25 дело это запас генов
заканчивается и начинается работа. Onun altında hada bu diyecek gelin kıtta, bu ulagan kıtta, beğeni körülüğünü, öse biznes kendini vardı hata atar. Ежедневное планирование с регламентом планирование. Хас биди чаханан бардынан хори толуйбун. Жайлардын анкан аттарабын. Оны болан күн ай арарабын. Онна келин өйдөн кырбытын тоога өтсөп. Өскөттүн тугу да макын бутарда күнгө бир жылы бар, феркере жылы бар. Мен ол жылга тийбептин атан. Ол жылга атан барбын. Өскөттүн иккере бар болгон. Онна бәрін нағып ғандық шайды. Ол просто депрессия кері. Анда әскөтен болғаны менің бағаны барата расписаны, барата лақының неделю вперед ұрыл ғайжыр болғаны, мен олық өгенге жауын, оны қайдарымдық өсі энергия ван еп. Андық тәтімге алырар не қайын. Уля, читаешь книги? Читаю. Последняя понравившаяся книга какая? Сейчас я читаю Арсена Томского. А до этого художественная литература, которую я прочитала. Я в последнее время очень много именно таких бизнес-литературы читаю, а художественная литература, наверное, Шанкарам сильно. Уран, Джиндай, туда, кинотивная музыка, это уже религия, без архбар. А то было тогда Джида концерт Лаутин, хотя не планировала. У меня костюм был в машине, я была в обычной джинсовой рубашке, короче, просто пришла, хозяин, красавчик, привет, молодец, и поехали. И Гоша такой, пошли на сцену, давай, короче, выступим. Резко побежала за костюмом, вышла, спела, у меня очень классное ощущение было. С Джидой у меня на сцене вообще всегда очень классное ощущение. Это вообще какой-то инстинкт, это тоже уходит то, что мне вот по кайфу просто нравится. И я надеюсь, что в моем сольнике обязательно будет и то, и другое, и Уран, и Джида, и Сола. Последние вывод были последние песни, они на радио. Кому нужны твои русские песни? Мне. Когда мы собирались снимать клип на Google, я встретила братьев Бушнецких на свадьбе Пети Хики. Пообщались, я им рассказала, они говорят, а зачем на русский? Давай сразу на английский. И тогда я такая, нет, зачем? Вот как ты, кому это надо, зачем? Они такие, в смысле, зачем? И я потом вдруг поняла, что я стою, общаюсь с ребятами из Якутии, которые из Якутии пробились куда-то туда, и я вообще даже не имею права задавать такой вопрос, зачем. Потом, перед поездкой в Корею, тоже вот мне Ганя сказала, что надо на английском писать песню. И я написала припев на английском сама. Как-то так получилось, я родила уже, и мне понравился язык. Причем мне не нравится звучание моего голоса на русском языке, на его произношение. Но мне нравится, как оно звучит по-английски. Это звучит не чисто английски, это звучит с акцентом, но мне нравится этот акцент. Я не знаю, как другим, понравится или нет. А как английский разговорный или... Средний интермедиа. Ну, то есть в магазине разберешься. В магазине разберешься. Уля, вот недавно, сравнительно, да, в Твиттере у тебя там был какой-то, такой скандал, скажем так, в просторах Твиттера по поводу феминизма, слабости женщин, сильных мужчин. Мы общались с Кайданой, то есть не общались, она что-то написала, и я ей ответила, что феминизм — это деградация. Но вообще я считаю, что в наше время у всех равные права. У женщин и мужчин равные права. И если сейчас будет шаг женщин в сторону равнее, женщина равнее, чем мужчина, то это уже будет ущемление мужских прав. Такого делать нельзя, потому что баланс всегда должен быть. И думаю, что если женщины сохранят своих мужчин мужественными, сильными, то это будет лучше для всех. К однополой любви какое отношение? Ну, есть, но что поделать. Хорошо. А к хейтерам как относишься? Вот после клипа Чаки там кто-то написал, дайте мне патроны, я уже застрелюсь, я уже не могу на это смотреть. Вот. Что ты ощущаешь внутри и как? Это классно, это прям вот, если есть хейтеры, значит есть еще порох проходится, знаешь. Да, потому что когда выпускается продукт, и там внизу 5 положительных комментариев, больше ничего нету, это означает, что коров, молодец, типа, хорошо, типа, да.
Если материал какие-то чувства вызывает у кого-то, это значит, что он актуален, да, что он вызывает чувства. И как сейчас у нас принято, значение имеет не содержание комментариев, а их количество. Да. Поэтому хейтеры обязаны быть у человека, если он делает хороший продукт. Вот как тебе удается реально 25 лет, за эти 25 лет не участвовать ни в одном конфликте, скандале, там, Да. я не знаю, хайп. Ну, почему? Ну, такая хорошая, добрая, милая. Я не вижу. Да, и знаем, что ты замужем, у тебя двое дочек, да, и вот такая вся трудоголик, такая вся хорошая, позитивная. Так жизнь впереди еще. Нет, ну вообще ни с кем не ругаешься никогда. Скандалов не бывает. Я не люблю конфликты, мне скандалы тоже не люблю. Как ты их Мне избегаешь? лень, честно. Вот честно я тебе признаюсь, мне лень скандалы наводить. Потому что столько ресурсов нужно потратить, чтобы хотя бы полчаса поорать, знаешь, это вообще очень сложно. Я предпочту, не знаю, в какой-то ступор уйти, отойти куда-нибудь домой к себе и полежать, и подумать, а потом прийти к решению, кто же был прав. Да, все равно, если входит конфликт, значит, у каждого есть какая-то своя правда, да? Я смотрел вот программу Георгия Белоусова. Там интересный вопрос был, интересная тема вот с мужем, творческая тема была, которую вы сказали, как-то не работаем. Да, сейчас это поменялось или еще дальше? Вот прям нет, вот, моя жена, но не артист. Как, поменялось что-нибудь? Не дальше и не ближе, так же. Да? Мы просто держим вот эту дистанцию, потому что когда мы начинаем работать вместе, я не умею вот себя в рабочее состояние вгонять в его присутствие. И поэтому... Знаешь, и поэтому у нас не получается с ним сотрудничество. Но Чайка, например, он снял полностью. Там у нас был настрой конкретный. Он сказал, я ему дала послушать песню, Чайка, это была просто песня. Он сказал, я сам решу от и до, в чем ты будешь, что ты будешь делать, кто будет в клипе, вообще все. Ты вообще ни одного слова мне наперекор не скажешь и будешь выполнять то, что я скажу. Только при этом условии я тебе сниму клип. Окей, хорошо. И как сработались? Ну, вот результат, что вы видели. Ну, да, мы вот тогда, мы видели очень хороший результат, да? Ну, мне очень понравился клип. Спасибо. Кстати говоря, благодаря мероприятию я начала понимать, насколько сильно мой муж оказывается профессионал. Химулет tentu ya kali asnale. Mana bosan belinya istirahat bagi kita kita. Sebebine. Min tutarıyım, tüm kalanlarına ayarsızlarından böyle. Kim gini kadar söylüyor ni ule de ne. Hayda para. Güney de mi cinne hatun? Hep. А кто улей мне? Ule'den bu 2 saat. Min terabitler, Секунда. Güney'den alabilir. Ondan bulana, пока дошли до роддома, тохтем говорит, ЗАГСа, Ульяна махал. В честь бабушки. А Джон, когда говорит? Улей? Улей, да? Творчеством сейчас зарабатываешь? Это я наконец-то занимаюсь творчеством, как хобби. Ну, то есть, хобби, наверное, слишком маленькое слово, да? Основной поток это откуда? Корпоративы, концерты, там, свадьбы, что идет? Откуда? Я очень редко выступаю на корпоративных свадьбах. А почему ты, такой творческий человек, решила заняться бизнесом? Для того, чтобы заниматься творчеством посвободнее. Чтобы не было такого, что типа, ой, мне срочно нужны деньги, надо написать какую-нибудь песню, которую буду заказывать, типа, что такого. А ты, кстати, сочиняешь за деньги? Нет. Просто так. Я сочиняю бесплатно. И я не сочиняю по заказу вообще. Я пишу только если мне вдруг артист понравился на сцене, и вдруг ко мне пришло какое-то вдохновение, я говорю, Айгалан, я хотела написать песню. Что еще нового? Вот в середине декабря мы планируем выпустить тот клип, который снимали в Корее. Ближе к Новому году или после Нового года Гулдок. И 8 марта у меня будет сольный концерт, который приурочен 25-летию моего творчества. Где? Традиционно 8 марта. Традиционно 8 марта в театре Перебрать. Немножко не в тему вопрос. Вот очень интересный отрезок жизни, да, твоего становления. Это то время, когда ты была изгоем в школе. Оцениваешь сейчас. Это было подростковое время, когда вдруг в один прекрасный момент со мной перестали общаться мои одноклассницы. Я не поняла, как это случилось вообще, с чего это произошло.
Просто в один прекрасный момент со мной перестали общаться все. Школу ты не меняла при этом, да? Нет, школу я, конечно, не меняла. У меня учеба ухудшилась, я была до этого отличницей, потом стала хорошисткой, как-то стала потихоньку забивать, но все равно была олимпиадником. Наверное, это меня и спасало. Ну и потом, наверное, сами тоже выросли, уже немножко подростковое время ушло, и в 9 классе все потихоньку устаканилось. Мы общаемся с девушками. Не думаю, что это повлияло на... Конечно, повлияло. Это вообще, наверное, если бы этого не было, я бы очень много чего не добилась в жизни. Когда-нибудь благодарила? За это? Я бы хотела спросить, что же тогда произошло такого, что вот они все от меня отвернулись однажды. Да? Но я Сейчас не знаю. общаешься нормально с ними? Общаюсь, как-нибудь спрошу. А почему ты так усиленно скрываешь своих близких, не светишь в соцсетях, не показываешь на людей? Ну, я бы сказала, что это прям так усиленно. Ну, что прям я усиленно же. я их вожу Принципиально. в закрытой тонированной машине. Нет, не так просто. Потому что почему их, других людей, должна касаться зависть ко мне, да, каких-то определенных людей. Это они же как своя жизнь, и то, что у нас есть семья, это вообще как бы отдельная история, по идее. Вот у творческих людей есть такое кредо, что ну там надо, чтобы расслабиться, чтобы отпустила и т.д. и т.п. Наркотики пробовала когда-нибудь? Я считаю, что самый главный наркотик, который вообще бывает, самый дорогой наркотик, это когда ты стоишь на сцене, полный зал, и ты ловишь тот самый момент, когда... Те, которые относятся к уголовному кодексу.